Многие считают, что строительный сезон – это весна, лето и немного осень. А зимой лучше о строительстве и не думать. На самом деле это совсем не так. Взять, к примеру, фундаменты, но не традиционные ленточные, а фундаменты на винтовых сваях. При помощи данной технологии строительство фундаментов возможно не только летом, но и зимой. Причем, по большому счету, в любую погоду и в любые температурные режимы. Потому что сам процесс установки заключается в том, что, допустим, в зимнее время этот мерзлый слой он просто вскрывается и в талые грунты, то есть нормально, завинчивается, и все. Причем, что особенно важно, работы по созданию фундаментов на винтовых сваях могут производиться не только в любое время года, но и на любых рельефах и на любых видах грунта. Есть, например, типы грунтов, где данная технология вообще незаменима. К примеру, допустим, грунт он может двигаться по вертикали и может двигаться по горизонтали, правильно? То есть плавуны так называемые. Плавун, он обрежется об сваю и обойдет ее. Он ее не сместит. Свая, она специально создавалась для сложных, проблемных грунтов, рельефов. То есть поэтому ее экономическая эффективность на сложных грунтах намного выше, чем у традиционного фундамента. Хотя, впрочем, и на обычном грунте или рельефе экономия составляет не менее 30–40%. Что же касается несущей способности фундамента, то есть способности выдерживать определенный вес, то и с этой точки зрения фундамент на винтовых сваях оказывается, что называется, на высоте. В строительных нормах и правилах на каждый квадратный сантиметр определенного типа грунта приводится формула, по которой мы рассчитываем несущую способность каждой винтовой сваи при разных типах грунта. Данная технология полностью соответствует строительным нормам и правилам, и, как показывают собственные испытания, несущая способность наших винтовых свай гораздо выше заложенных в строительных нормах и правилах. Слово говорят, вот 108-я свая. Несущая способность ее от 4 до 7 тонн, в зависимости от условий использования, от геоподосновы. Да? Вот. Ну и, собственно, средняя проектная нагрузка порядка 5 тонн. Вот, допустим, проводя испытания этой сваи, на ее давались нагрузки около 50 тонн, около 25 тонн. Мы наблюдали за тем, как себя свая ведет. Да? При нагрузке в 25 тонн, то есть в 5 раз выше проектной, 5 тонн, да? Свая никоим образом не деформировалась, сварной шов не изменился, и свая, так скажем, осталась прежней, как и была. Деформация сваи вообще невозможна, потому что во время закручивания она только приобретает несущую способность, тем самым исключая ее деформацию. Лопасть сконструирована таким образом, что эта часть нарезает грунт, а эта уплотняет за собой, она не рыхлит. И чем глубже мы ее вкрутим, чем выше несущая способность винтовой сваи. Кстати, вопрос глубины – очень важный вопрос. И при монтаже фундаментов винтовые сваи в нашем регионе закручиваются на глубину не менее чем 1,70 м, 1,80 м, что превышает глубину промерзания почвы. А вот встретить ленточный фундамент такой глубины очень трудно. Особенно, если сооружается он для небольшого дома. Многие ошибаются, считая, что легкие сооружения, допустим, не обязательно глубоко заглублять. Знаете, что вот дорожный знак, который вдоль трасс стоит, заливает бетонный столб вниз, 2,5 метра, а нагрузки никакой. Это очень важный момент. Здесь нужно то, что в строительных нормах и правилах написано, что любое сооружение, находящееся на земле, точка опоры должна иметь за глубиной промерзание грунта в тугопластичном грунте. Таким образом, фундамент на винтовых сваях соответствует всем строительным нормам и правилам, как по заглублению, так и по несущей способности, что делает его практически идеально подходящим для малоэтажного строительства. А экономический эффект и быстрота возведения только подтверждают это.